Сегодня я подготовила 3 вида пирожных. Это мадленки. Они идут с начинкой, с малиной. Ну, их, кстати, можно готовить с любой начинкой, как захочет человек. Покрыть можно разным цветом шоколада. Алена Цвинария 10 лет печет сладости, и спрос на них большой. Свадьбы, дни рождения, компании и ряд мероприятий, которые, конечно же, не обходятся без вкусной выпечки и тортов. Начинала с самого малого своими силами. Сначала бралась за маленькие заказы, и судя по тому, как сладкий бизнес сегодня развивается, все идет к открытию своей большой кондитерской, к чему Алена давно стремится. Пока что принимает заказы на дому в своем небольшом цехе, который сама организовала. Но важный аспект в этом – образование. Услышав о возможности пройти обучение в образовательной экспедиции на базе Института гастрономии, не упустила свой шанс. Сегодня Алена – дипломированный кондитер. Я абсолютно не пожалела, что я поехала. Мы там занятия начинали в 9 утра до 5 вечера, и обеденный перерыв у нас был 1 час. Честно говоря, я думала, почему это время так быстро заканчивается. Я была готова работать даже до 12 ночи. Это было одно счастье, одно удовольствие. Честно я вам скажу, до этого я никуда не ездила, но уже вот когда я поехала в Красноярск, я поняла, вот я жалею, что я упустила столько лет и никуда не выезжала. У Альбины Сангулия тоже небольшой цех в новом районе столицы. Раньше здесь располагался канцелярский магазин, но девушка решила переделать его под кондитерскую, потому что со временем хобби и вкусные рецепты из социальных сетей превратились в любимую работу. Сегодня Альбина ежедневно принимает заказы на разные мероприятия, но несмотря на то, что ее продукция пользуется большим спросом, кондитером пока не прошла обучение, себя не называла. А вы кондитер, когда мне задавали вопрос, я всегда, нет, я любитель, я домашний, вот человек, который просто дома печет или там на кухне у себя, то есть это слишком громко, но я хочу дойти до этого уровня обязательно, то есть я до этой поездки не думала, что это настолько важно, сейчас я понимаю, насколько это важно, это, во-первых, и престижно, это и как-то и люди по-другому к тебе относятся, это уже можно называть цены, которые тебя устраивают, и не нужно как-то стесняться этого, потому что у тебя есть знания, у тебя есть опыт. В числе тех счастливчиков, которые прошли обучение, и Анаида Минасян, кондитер кафетерии, узнала о такой возможности из соцсетей. За время обучения получила бесценный опыт, отмечает Анаида. Обучение проходило 4 дня. Все техники, которые были, то есть кое-что мы уже, в принципе, прорабатывали здесь, кое-что мы внедряем на данный момент. Все проходило на высшем уровне, то есть атмосфера была очень дружелюбная, в том числе и педагог, который обучал, и в принципе институт просто шикарнейший. То есть все те, которые хотят посвятить себя гастрономии, кондитерству, безусловно, должны посетить данный институт. Всего дипломированными специалистами в области гастрономии стали 10 человек из Абхазии. Это образовательная экспедиция – лишь часть масштабного сотрудничества. В соответствии с договоренностями президента Бадры Гунба и Сергея Кириенко, Красноярский край открыл свои двери для многопрофильной делегации из Абхазии. Институт гастрономии Сибирского федерального университета стал площадкой для подготовки кадров, способных поднять сервис в нашей республике на новый уровень. Важно отметить, что в 2026 году на базе института реализованы и другие программы бесплатного профессионального обучения для специалистов гастрономической индустрии. Поездка и самообучение прошли при поддержке Министерства туризма страны и торгово-промышленной палаты. Приглашаем, конечно, наш бизнес принимать участие в курсах повышения квалификации и надеемся, что все полученные опыт и знания в рамках этих курсов наш бизнес и люди, которые в этом принимают участие, используют уже в своей работе. Также у нас по различным другим направлениям, такими как повар базовый курс, курсы для шеф-поваров, мясников, и еще и кондитеры у нас остались, и управленцы, они также будут принимать участие в данной программе.
Я хотела бы отметить уровень знаний, который получили наши кондитеры благодаря достигнутому соглашению между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации. От лица торгово-промышленной палаты, от себя лично и от всех представителей делегации хочу поблагодарить всех причастных, Бадру Зурабовича Гумба и Сергея Владиленовича Кириенко за предоставленную возможность в росте для наших предпринимателей, которая, безусловно, будет способствовать развитию их предпринимательской деятельности на благо нашего государства. 10 дипломированных специалистов – это только начало. Знания, привезенные из Красноярска, уже сегодня превращаются в новые вкусные десерты. Для многих специалистов в области гастрономии это начало большого пути. Гугуца Вардания, Алексей Гухова, Абхазское телевидение.